1 августа прошла презентация уникальной книги «Феномен Хиблы Герцмава». Это трехязычное издание на русском, абхазском и английском языках. Работа над сборником велась несколько лет. Презентация книги стала особым событием 24-го музыкального фестиваля «Хибла Герцмава приглашает». Хибла Герцмава – имя, известное во всем мире, а ее голос узнают из тысячи других. До начала презентации гендиректор Русдрама Ираклий Хинба показал оперной диве музей имени Фазиля Искандера. Вот этот костюм, он работает в спектакле «Последний из ушедших». Да, я знаю, вот это вот мешковина. И Осман выходит вот в этом костюме в спектакле, и в день спектакля здесь табличка, что сегодня будет костюм на сцене. Книга «Феномен Хиблы Герцмава» выпущена в 2025 году Абхазским государственным издательством. Оно стало коллективным признанием в любви и уважении к народной артистке Абхазии и России Хибле Герцмава. Держим в руках не просто биографию Хиблы, а это попытка разгадать и зафиксировать на бумаге вот то самое удивительное культурное явление – феномен Хиблы Герцмава. И почему именно феномен? Наверное, это связано с тем, что Хибла в себе соединяет то, что редко поддается совмещению, соединению. Это, конечно, удивительный голос, невероятный драматический талант, теплая, всепобеждающая харизма, человеческая, женская. Составителем и автором концепции издания выступил выдающийся абхазский писатель, доктор филологических наук, лауреат Государственной премии имени Гулия, академик Владимир Зантария. К сожалению, писателя не стало весной 2026 года. Поэтому презентация не только знак признания выдающегося таланта Хиблы Герцмава, но и дань памяти человеку, благодаря которому эта книга обрела свою жизнь, концепцию, форму. В издании представлен многогранный взгляд на личность артистки, ее выдающийся талант, вклад в мировое оперное искусство и значение для культуры Абхазии. Светлая память для меня Вова сейчас, потому что я его называла Владимир Константинович, Вова, мой дорогой, Ухацкий. У нас были очень теплые отношения, и у нас была очень теплая дружба. Я ему очень благодарна за то, что он придумал вот эту невероятную книгу. Я сказала: Вова, я недостойна, я та же маленькая абхазская девочка, пицунская, которая знает свои корни, которая знает, откуда она, кто она. Я сказала: Вова, это рано еще, мне еще очень много нужно сделать, давай попозже. Он говорит: нет, это нужно сейчас, как-то спеши. И то, что он сделал для нашей страны, это, конечно, великое дело, и вот эта невероятная память, вот такая светлая, она во мне будет и в душе. Наша абхазская земля, она, конечно, рождает очень талантливых, красивых людей, я очень горжусь, что я абхазская. Папа очень кропотливо и очень тщательно отнесся к написанию этой книги. Он собирал материалы, он изучал нюансы творчества Хиблы Леварсовны. Для нас сегодняшнее событие сопряжено как с большой радостью за него, а также с огромной грустью. Он очень ждал этой презентации. К сожалению, тяжелая болезнь несла его раньше. Он не дождался этого дня, но я думаю, если бы он был сегодня здесь, он был очень счастлив. Издание объединило очерки, интервью, эссе, портретные зарисовки и размышления известных общественных деятелей, ученых, писателей, музыкантов и друзей Хиблы Герцмава. В рамках встречи своими воспоминаниями и размышлениями поделились Алла Оттерба, Кесоу Хагба, Баталка Бахья, Эльвира Арсалия, Нинель Бжания и другие. Единственное, что для меня было немножечко странно, как я буду писать, потому что я могу играть, я могу иногда давать интервью, но никогда этим не занималась. Но как только вот села у компьютера, как-то все само собой получилось, потому что вот насколько Хибла легкая и в пении, и в жизни, вот так легко это все у меня получилось. Авторы по-разному, но созвучно раскрывают феномен ее личности, значение ее имени для музыкальной культуры России, Абхазии и всего мира. Хочу сказать, что она это все заслужила. Вот единственное, что хочу вспомнить, когда она поступала,
Я никогда это не забуду. Ее отец пришел к нам на репетиции в ансамбль. У Васи хотел какие-то адреса взять. А там находился Артышевец, потом Скокоскери, вот эти все наши певцы. Они говорят: Ливас, ты ее куда везешь? Он говорит: на этот консерваторий. Ты что, с ума сошел? Хибла, брат, да Богу. Он говорит: что вы на меня все налетели? Говорит: я на подготовительный, говорит, ее везу. Она не на подготовили, сразу поступила. Она очень талантливая. Хочу сказать своей племяннице большое спасибо, потому что как я могла 40 лет несла нашу фамилию, она продолжила в лучшем виде. Хибла Герзмава поблагодарила создателей книги и выразила благодарность Абхазскому государственному издательству. Впервые сегодня вижу эту книгу, я сегодня буду ее обнимать и снова благодарить Вову за то, что он придумал это, и буду читать, и это будет моя история, будет такой настольная книга, может быть, для моих внуков. Каждое появление Хиблы Герзмава сопровождается неутихающими овациями. Ее голос переносит слушателей в совершенно другую музыкальную реальность. Каждый, кто хоть однажды услышал Хиблу Герзмава, навсегда сохранит это событие в памяти. Айлита Аручнян, Давид Хашик, Абхазское телевидение.